По данным МВД Кыргызстана, в 2017 году было зарегистрировано 7333 случая семейного насилия. 2/3 из них по фактам физического насилия. Если кто-то из вашей семьи лишает вас возможности реализовать ваши жизненно важные функции, ограничивает вашу свободу передвижения, лишает вас жилья, пищи, одежды, принуждает к тяжелому физическому труду с применением силы, это физическое насилие. Если в семье угрожают физической расправой, умышленно унижают, принуждают к совершению правонарушений, запрещают общаться с родителями, подругами, когда обвиняют в неспособности родить мальчика, это психологическое насилие. Психологическое насилие очень широко распространено, но зачастую его не считают насилием, так как признаки его проявления не столь очевидны и проявляются не сразу. Однако оно может привести к серьезным последствиям, к обострению хронических заболеваний, посттравматическому стрессу, депрессии, развитию комплекса неполноценностей. Иногда психологическое насилие может привести к более серьезным последствиям, например, к самоубийству. Экономическим насилием считается лишение или ограничение права распоряжения имуществом или доходами, а также невыполнение обязанностей по содержанию. Жертвами семейного насилия становятся женщины, дети, пожилые люди. Насилие в семье может приводить к тяжелым последствиям. Оно часто переносится из семейной в общественную сферу, а насильственные модели поведения передаются по наследству от родителей к детям. Не терпите насилие в семье, не закрывайте на него глаза, даже если лично вас оно не касается. И помните, семейное насилие – это угроза безопасности всего общества, а значит и лично вашей безопасности. Закрепляя пройденное, физическое насилие выражается в побоях, эксплуатации, ограничении свободы. Оно является наиболее очевидным видом насилия. Психологическое насилие – это запугивание, унижение, обвинение в никчемности или запрет на общение с близкими. Его последствия внешне могут быть незаметны, но они могут оказывать серьезное разрушающее действие на личность человека. Экономическое насилие – это лишение прав работать, распоряжаться собственными деньгами, невыполнение обязанностей по обеспечению. Существуют разные виды семейного насилия, и часто жертвы даже не осознают, что подвергаются насильственным действиям. Однако любое насилие может привести к тяжелым последствиям, в том числе к самоубийствам.